Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Структура ООН «Женщины в Международный женский день». Давайте инвестировать в женщин. Гагаузии не придется возвращать НДС из собственного бюджета. Решение Конституционного суда. Семинар регионального значения для библиотекарей. Цифровая грамотность в помощь профессиональной деятельности библиотекарей. В столице откроется колледж информатики. Инвестиции в женщин позволяют процветать, тем самым способствуя процветанию всего общества, измеряемому в финансовом выражении. Ведь в настоящее время глобальные экономические и финансовые системы способствуют сохранению гендерного неравенства. Таким образом, необходимы финансовые средства для преодоления этих проблем и для построения мира, который позволит всем женщинам реализовать свои права. Заявления об этом были сделаны в ходе мероприятия инвестиций в женщин, истории расширения прав и возможностей, организованного структурой ООН «Женщины». Мероприятие знаменует собой начало кампании, посвященной Международному женскому дню. В 2024 году цель – инвестировать в женщин и ускорить прогресс. В мероприятии приняли участие сильные и решительные женщины, которые воспользовались различными программами, запущенными структурой ООН «Женщины», а также представительницы национальных и местных органов власти, частного сектора, НПО, международных организаций и ООН. Женщины рассказали свои истории расширения прав и возможностей, подчеркнув положительные влияния инициатив, которыми они воспользовались, выступая за увеличение инвестиций в женщин, подчеркнув, что прогресс женщин приносит пользу всему обществу. Изменения в налоговый кодекс, согласно которым АТО Гагаузия должна вернуть НДС из собственного бюджета, признаны неконституционными. Конституционный суд принял к рассмотрению обращение Народного собрания Гагаузии и группы депутатов блока коммунистов и социалистов, сообщает IPN. Оспариваемый закон вступил в силу 1 ноября 2023 года. Авторы просили суд проверить конституционность закона о внесении изменений в статье Налогового кодекса, который предусматривает, что АТО Гагаузия должна возвращать НДС из собственного бюджета, а не республиканского. Конституционный суд рассматривал оба обращения на нескольких заседаниях. Суд признал неконституционность данной статьи. Суд также постановил, что возмещение сумм НДС и акцизов, уплаченных экономическими агентами Гагаузии за период с 1 ноября 2023 года по 22 февраля 2024 года, будет осуществляться за счет бюджета автономии. Решение суда является окончательным, не подлежит обжалованию. В Центральной библиотеке Гагаузии имени Драганова состоялся семинар регионального значения для библиотекарей Гагаузии на тему «Цифровая грамотность в помощь профессиональной деятельности библиотекарей». Новые реалии стремительно меняют жизнь. Для успешной работы библиотечным специалистам требуется сегодня все больше особых компетенций и навыков. Поэтому тема мероприятия имеет высокую актуальность и была рассмотрена с разных профессиональных позиций, сообщается на странице Управления культуры. В рамках семинара его участники обсудили возможности повышения медийной грамотности библиотекарей, расширения их знаний и возможности использования цифровых интернет-ресурсов. Завершился семинар концертно-поздравительной программой «Ваше Величество, женщинам», приуроченной Международному женскому дню 8 марта. Женщин-библиотекарей с наступающим праздником поздравили учащиеся и педагоги детской музыкальной школы муниципия Камрат. 6 марта в Доме культуры Камрата состоится концерт «За женщин всех», сообщается на официальном сайте муниципия. В программе праздничного концерта «За женщин всех» выступают талантливые артисты, которые подготовили яркое и незабываемое выступление с прекрасной музыкой, зажигательными танцами и весенним настроением.
Колледж электроники и информатики откроется в Кишиневе. Новое учреждение будет предлагать программы профессионально-технического обучения в соответствии с австрийскими стандартами и начнет свою работу в 2025 году. Проект будет реализован при финансовой поддержке Австрии. Министр образования и исследований Дан Перчун подписал меморандум о взаимопонимании между двумя министерствами. Обучение в колледже будет проходить преимущественно на немецком языке, но будут курсы на румынском и английском языках. Специализация будет информатика и микроэлектроника, а выпускники получат диплом, признаваемый в Австрии, Европейском Союзе и Республике Молдова. Далее смотрите рубрику «Региональные новости».